Златоглавая, белокаменная, Третий Рим. Как только не называли Москву в разные времена. За свою бурную историю столица не раз горела, перестраивалась, меняла свой облик, но кое-что остается неизменным. Москва по-прежнему остается местом притяжения. Существует мнение, что все жители нашей страны стремятся переехать в Москву, чтобы воплотить в жизнь свои самые дерзкие мечты. Но не только жителей других регионов России манит и прельщает Москва. Европейцы меняют спокойствие старинных городов на буйный темперамент столицы. Так в чем же секрет притяжения этого города? Сбываются ли тут мечты, как принято верить? И как опыт Москвы может пригодиться Якутии? В фокусе нашей сегодняшней программы истории реальных людей, оставивших привычный западный образ жизни ради новых горизонтов. В эфире Якутия Лайв. Москва. Приключения иностранцев в России. На шумных улицах мегаполиса суета. Москва – крупный экономический центр международного масштаба. Каждый день здесь совершаются тысячи сделок, появляются и исчезают компании, реализуются или прогорают идеи. Понять, в чем же секрет успеха столицы, можно через призму реальных историй. Одна из них – возрождение некогда знаменитого бренда часов «Ракета». Не так давно этот завод в Петербурге, основанный еще Петром I, переживал глубокий кризис. Все изменилось, когда в Россию приехал английский джентльмен, уроженец Лондона Дэвид Хендерсон Стюарт. В советские времена отечественные производители часов переживали свой рассвет. «Заря», «Полет» и другие старшие поколения хорошо помнят эти знаменитые марки. Однако после перестройки модными стали Rolex, Omega. В погоне за часами Джеймс Бонда российский покупатель забыл об отечественных брендах. Энтузиасты, готовые исправить положение, нашли среди иностранцев. Как Дэвиду удалось спасти завод? Добился ли он успеха? И как ему в этом помог уникальный бизнес-климат России? Мы решили узнать, что сегодня происходит с «Ракетой» из уст ее директора. Я переехал в Россию 17 лет тому назад. Я из Англии. Мама француженка, папа англичанин. И мне очень понравилось сразу же здесь жить, потому что люди очень доброжелательные, страна очень интересная в смысле, в плане культуры, в плане истории, в плане, такая большая страна, где можно так много, можно бесконечно здесь жить и каждый раз узнать что-то новое. Наши страны в Европе, они все такие маленькие, а ваша страна такая большая. И я понял, что надо обязательно что-то делать с Россией, потому что такая богатая страна не имеет никаких брендов. Именно мне идея брендов нравилась. Потому что бренды, они часто, вы знаете, они носят какой-то посыл, какую-то ценность, какую-то историю. А у России все это есть, но брендов нету. И это объясняется тем, что история России очень хаотичная, очень много разрушала все. Мы все знаем Фаберже, который убежал из России, когда была революция. И я начал искать, какие бренды существовали, какие бренды можно возродить. И мне сказали, а ты знаешь, что в Советском Союзе было очень много часовых брендов. «Полет», «Слава» и так далее. И они, к сожалению, все разрушились, потому что они не пережили эти тяжелые времена перестройка, 90-е годы. И я узнал, что один оставался в Питере. Я полетел, «Ракета». Я полетел и увидел что-то удивительное. Целый завод сохранился. Очень интересные дизайны, которые довольно известны по всему миру. Очень старый завод. Я подумал, вау, это удивительно, надо с этим что-то делать. Вот как все началось. Я о часах ничего не знал. Вот. Мне просто подсказали, смотри, есть часовые бренды. Могли бы мне подсказать, смотри, есть бренды одежды или что-то другое. Я не хотел новый бренд создать, я хотел взять что-то из прошлого. Это всегда легче взять что-то из прошлого, чем создать из нуля что-то. Всегда легче. Вот так все началось. А история «Ракеты», она ведь еще до Советского Союза. Сам завод очень старый. Завод был создан 30 лет тому назад Петром Великим. Но бренд «Ракета» был создан в 1961 году, ровно 60 лет назад, когда Гагарин полетел в космос. До этого были часы «Победа», и до этого были другие еще. То есть заводу 300 лет, но «Ракете» 60 лет. Но вы, получается, вместе с заводом приобрели и бренд, и завод. Да. Знаете, это не то, что мы приобрели, это валялось на полу.
10 лет тому назад никто ровно не верил, не был бы готов потратить, поспорить даже на любые деньги, что русские часы могут быть интересны. Это было еще время, когда все русские смотрели на русские часы и просто говорили, это в прошлом, это не хотим, мы только хотим швейцарские часы. Поэтому мы это не купили, мы просто подняли, это валялось на полу, это как жемчуг, который такой, вы гуляете по природе, вы видите жемчуг, вы его поднимаете, он грязный, надо его отшлифовать, отмыть, полировать, и дальше он станет очень красивым. Мы так подняли завод, никто его не хотел, никто не верил в русские часы. Однако Дэвид и его команда единомышленников поверили, и на сегодняшний день «Ракета» — одна из немногих часовых мануфактур мирового уровня, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая самые сложные детали — спираль и баланс. Механизмы и дизайн — дело рук российских мастеров. В поисках вдохновения часовщики «Ракеты» обратились к советскому наследию. Многие часы, что лежат сейчас под стеклом, хорошо знакомы старшему поколению. Надо понять, что внутри моих часах есть такой механизм. Здесь нету никакой батарейки, никакой электроники, никаких чипсов, только куски металла, которые сами по себе работают и всегда должны каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год показывать очень точное время. И это удивительно. Я ношу на руке 242 детали. И большинство из них, 95% из них произведены у нас на заводе. И то, что мы сами это делаем, это очень престижно и редко и сложно. В Швейцарии практически никто уже это не делает. По одной причине, это потому что это стоит очень дорого и это очень-очень сложно. Швейцарцы, 90% брендов, они только дизайном занимаются. И они покупают механизм у кого-то другого, корпус у другого, циферблат у другого, и в лучшем случае все это собирают. Вот. А мы продолжаем все сами делать. Потому что в Советском Союзе так вся индустрия была организована, очень вертикальная интеграция. Вот. И мы все это сохранили, поэтому мы все эти детали продолжаем сами делать. А швейцарцы у вас покупаете? Очень много есть спрос, но начинается спрос, да. Но мы не продаем, потому что мы говорим, это сердце наших часов, и мы хотим, чтобы сердце наших часов было только у нас. Для наших покупателей было бы менее интересно, если наш механизм был еще и в других часах. То есть мы говорим, это уникально, мы сами это делаем для нас, для себя. Но настоящее сокровище, которое во многом помогло часовой мануфактуре достичь таких высот, Дэвид обнаружил абсолютно случайно. Но самое драгоценное, то, что у нас есть на заводе, это вот эти акварели. Потому что станки вы можете купить, но вот эти акварели, сегодня мы все рисуем на компьютере, но раньше они руками все рисовали, и мы нашли под станком в коробке, под пыли, все эти акварели, это акварели 65-го года, 66-го года. Они очень-очень красивые, очень драгоценные. И обыкновенно здесь подпись дизайнера и иногда какие-то инструкции. Вот. И для каждых современных часов «Ракеты» я могу вам найти оригинальную акварель. То есть мы всегда пытаемся вдохновляться тем, что делали раньше. Мы это осовремениваем, но все равно эта связь с прошлым очень-очень важная, потому что это нашим покупателям очень интересно и очень важно. И у нас таких акварелей сотни и сотни и сотни. Это очень-очень драгоценно. Вот. То есть и оно валялось просто вот... Вот валялось. И здесь квадратные, здесь еще квадратные. То есть почему-то в этом году, в 65-м году, была мода на квадратных часах. Вот здесь и здесь какие-то инструкции для производства. Верхняя крышка корпуса обработана алмазом, циферблат двухпольный, по центральному кругу нанесен лучевой штрих. Квадратное поле циферблатом матовое. Часовые деления заточены алмазами. И здесь подпись. Это получается автор эскиза, да? Да. Молоскова. Декабрь Вот. 65-го То года. есть это очень драгоценно. И мы это очень бережем, конечно. По словам Дэвида, часовщиков со всего мира объединяет энтузиазм и преданность своему делу. Для мастеров часового искусства не существует границ. Амбициозная мечта Дэвида – поучаствовать в реконструкции Нотр-Дама, импортировать опыт российских специалистов в Европу.
когда собор Нотр-Дам сгорел, это была большая трагедия, и когда наши часовщики, помимо того, что они очень сожалели с этим пожаром, узнали, что французские часовщики создали ассоциацию, чтобы помочь государству французскому реконструировать монументальные часы, которые сгорели, то они предложили свою помощь этим французским часовщикам. Мы им послали письмо, и французы ответили, что они с большим удовольствием, ну, во-первых, они благодарят за то, что русские часовщики выразили свое сочувствие, да, и с большим энтузиазмом принимают помощь. И, ну, знаете, это проект в очень длинный срок, это вообще не коммерческий проект, это чисто по доброй воле, на основе энтузиазма. Французские часовщики сейчас, так как часы исчезли, так как чертежей нету, они сейчас рисуют 3D-модель, и проект вот на этом этапе. Это инженеры, конструктора, которые делают все расчеты, чтобы на компьютере нарисовать эту модель, чтобы понять, как она работает. Вот. И дальше, ну это со временем, мы очень надеемся, что мы сможем на себя взять какой-то модуль этих часов. Конечно, французы большую часть работы сами сделают, швейцарские мануфактуры может тоже подключиться. Ну вот. Но все наши часовщики будут очень гордиться тем, что они приложили руку в воссоздание этих монументальных часов, которые как сердце Нотр-Дам, потому что там ангренаж. Это единственный час Нотр-Дам, который движется постоянно и измеряет время, которое проходит. Поэтому это как душа. Для часовщиков эти часы — это как душа Нотр-Дам. Вы сказали, что во Франции мануфактур нету уже, а в России, получается, вот... Ну, знаете, мануфактур как таковых очень мало во всем мире. Они есть в Швейцарии, в Германии, в Японии и в России, и все. И почему это так? Потому что делать механические часы практически так же сложно, как и делать ракеты. И поэтому так мало стран умеют производить и послать ракеты в космос. Это просто очень трудоемко, очень сложно. При этом директор ракеты смотрит не только на запад, но и на восток. А вы вот в той части России бывали, за Уралом? Я был, но очень мало. Я бы хотел намного больше, но просто, ну так как семья еще там, каждый раз, когда каникулы летние, например, мы едем обратно, надо их видеть один раз в году хотя бы. Но я очень хотел бы, конечно, больше узнать про Сибирь. Вы про Якутию что-то слышали? Конечно, я много слыхал, я никогда не был, но это в списке местах, где я очень хочу попасть. А что вы слышали про Якутию? Что очень сильная положительная национальность, которая сохранила очень много своих традиций, свой язык, свою культуру. И я это очень уважаю, потому что это, конечно, большая трагедия, когда культура теряется, язык теряется, традиция теряется. Вот. Я слыхал, что у вас это именно очень сильно сохраняется. Ну, я надеюсь. Да. Вот. И я это очень ценю. И я очень хотел бы приехать все это вживую посмотреть. Слушайте, а откуда вы это слышите? Очень необычно, потому что, как правило, москвичи, ну тем более иностранцы, они про Якутию слышат только что там холодно. А нет. Или что там бриллианты. Вот, Нет, ну то, что холодно, я тоже знаю. Но это от вас не зависит. Но именно культура, язык, традиция, это от вас зависит. И вы смогли сохранить, и для этого, ну, тоже, я не знаю откуда, но просто так разные слухи от разных источников. И, ну, наверное, с долей правды. Да. Вот. Ну, это очень приятно, что такое мнение. Ну да, нету ничего хужего, чем когда вы путешествуете, и все равны, все одеваются одинаково, все говорят только на английском языке, все традиции исчезли. Вот это мир становится очень грустным, очень скучным. И менее, то есть это разнообразие, я считаю, очень большое богатство России, например. Богатство России в многообразии. Находясь на границе Запада и Востока, наша страна смогла вобрать в себя элементы различных цивилизаций. В Москве культуры народов России переплелись и создали уникальную атмосферу, которую отмечают многие иностранцы, в том числе и Дэвид. Ой, мне очень комфортно. Я обожаю этот город, я обожаю жить в центре Москвы. У меня здесь очень много друзей, и русские, и иностранцы.
Мне здесь очень хорошо. Ну вы же здесь 17 лет, да, уже Да. сказали? А как менялась Москва за эти годы? И как вам? Очень много менялось за 17 лет. Они очень много перестроили, почистили, улучшили, сделали пешеходные переулки, как тот, где мы сейчас будем ходить. Я считаю, что все к лучшему. Это город, который намного более приятный, чем он был раньше. Единственное, заторы. Надо, чтобы они еще немножко поработали с заторами. А вы машину Вот. водите? Нет, я бросил. Я только на метро, на автобусе или на такси. Или пешком? Или пешком. Я очень много пешком хожу по Москве. А особенно мне нравится, когда в выходные этот город превращается почти в деревню. Очень мало машин, очень много людей выходит на улицы. Здесь очень много кафе. Очень приятный город. А какие у вас любимые места? Мой любимый район – это Чистые пруды. Покровка, Ага. Китай-город. Я там живу. Я практически оттуда не вылезаю. То есть там у меня очень много друзей, там очень много ресторанов, очень много кафешек, даже парки есть. Театр «Современник». Театры, конечно, очень много театров. Маленький театр на Покровке. Я туда очень часто хожу. Вот так. Самое главное – это люди, это друзья. Люди, которые вас окружают. Хороших друзей здесь у меня очень много. А вот наш магазин. О, На Тверской, прямо с видом на Кремль. Наверное, самое хорошее место для магазинов в Москве. Да, потому что очень хорошая проходимость. Прямо в центре. ну что, зайдем? Давайте. Я считаю, что для бизнеса, для частного бизнеса намного больше возможностей в России, чем на Западе. На Западе, в принципе, все есть. Здесь еще очень много нету, и очень много можно еще сделать. Например, если говорить только о брендах. Русских брендов очень-очень мало. И это очень жалко, потому что бренды всегда основаны на ценности, на культуру, и здесь все очень богато, но брендов нету, поэтому можно создать бренды Во Франции все есть. Вы можете назвать любая отрасль, там миллион брендов. В России еще больше интересных отраслей, но брендов вы можете их считать на пальцах рук. Поэтому в России можно еще очень много вещей сделать. И все говорят, наверное, очень сложно сделать бизнес в России, мафия или коррупция. Я всем отвечаю, что, может быть, она есть, но я ее не вижу. И мои друзья, которые занимаются бизнесом в России, тоже никто никогда не жаловался, что мафия или коррупция или что-то такое. Поэтому я не могу жаловаться. Я считаю, что все довольно свободно и легко. Сам бизнес очень сложный, но рынок довольно благоприятный для создания собственного бизнеса. Вот что я хочу сказать. И если человек креативный и у него предпринимательский дух, то здесь очень много вещей можно сделать. Если у меня не было бы ракеты, и у меня миллион других идей. Россия и Москва оказались для Дэвида местом, где сбываются мечты. На стыке европейского подхода к бизнесу и уникальных российских технологий ему удалось основать быстро развивающуюся компанию, которая уважает традиции российских часовщиков и идет в ногу со временем. На примере ракеты мы убедились, Россия притягивает и чарует зарубежных бизнесменов. Оказываясь в Москве, они проникаются духом многонационального мегаполиса, видят перспективы, которых нет во многих западных странах. И, как известно, спрос рождает предложение. На сегодняшний день в России оперируют крупные международные компании, которые часто ищут специалистов на российском рынке. Француз Александр Стефанеско создал кадровое агентство, которое помогает зарубежному бизнесу находить персонал в России. Узнаем у Александра, как развивается компания и что он думает о перспективах российской биржи труда. Здравствуйте. Очень приятно. Я Александр. Прошу тогда. Так, давайте. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Как вы попали вообще в Россию? Как вы остались в Москве? И как вы развернули здесь бизнес? Как вам пришла эта идея? Почему Москва? Потому что я думаю, что 95% иностранцев, которые приехали в Россию в то же время, когда я приехал в Россию, они все ездили в Москву. Почему?
потому что там находятся 95% иностранных компаний, и среди них иностранцы устроятся на работу. Поэтому они все идут либо в университет в Москву, либо на работу в Москву. Хотя сейчас, 10-12 лет спустя, тренд меняется, и сейчас я вижу, что больше и больше французов, например, приезжают в Россию, в Питер, в Воронеж, в Краснодар очень много, там теплее. Но поэтому да, я выбрал Москву, потому что мы думали, что в Москве потенциал будет больше в плане экономики, честно говоря. Поэтому мы, когда начали трудиться в Москве, мы решили остаться, и потом дети появились, поэтому потом переехать постоянно, это чуть-чуть сложнее с детьми. Поэтому да, в Москве. И я должен сказать, что город очень сильно развивался последние 5-7 лет. После того, когда правительство в городе менялось. Поэтому сейчас город намного уютнее и удобнее, чем он был раньше, когда я приехал. По России, да, я путешествовал, я был в Татарстан, я был в Пермь, я был в Брянск, я был в Краснодар, я был в Карелию, я был в Владивосток. Да, дальше, чем Якутия. И про Якутию я очень много слушал, потому что как раз очень много французских СМИ про Якутию говорят, и особенно повторяют, что это очень холодное место. И что на самом деле Якутск является одним из самых холодных городов по России, даже в мире, если не ошибаюсь. Поэтому в Якутии пока не был, буду, обещаю. Я бы хотел посетить. Я просто вопрос, лучше зимой либо летом, пока мы тот вопрос не решили. Чтобы полюбить Якутию, нужно приехать в нее летом. А чтобы понять Якутию, нужно приехать зимой. Поэтому на самом деле нужно приезжать и летом, и зимой. А вот ваша компания, вы предлагаете устроиться иностранцам здесь или русским устроиться на работу в иностранные компании? 9 лет назад был такой тренд, что французские компании, например, они хотели, чтобы в них работали французы. И не было очень важно, если французы, эти молодые специалисты, например, они по-русски говорили. Сейчас, после кризиса, связанного с событиями в Украине, и после ковида, второй кризис, да, тренд меняется. Сейчас идет очень сильная русификация, а мы, 95% людей, которые мы нанимаем для наших клиентов, они являются гражданином России. Идет русификация, и место работы для иностранцев в России, я бы сказал, что их намного меньше. Если человек не говорит по-русски, во-первых, это очень сложно устроиться на работу. Если человек не имеет какой-то специфический опыт, либо навыки, которые очень требуемы на рынке, тогда ему устроиться будет сложнее. Места работы много, свободнее, но человек должен быть готов к тому, что он будет работать с местной зарплатой. Раньше экспаты получили много больше денег, чем местные люди, а сейчас это конец этого момента. Это больше никогда не будет в России, мне кажется. Кроме для нескольких топ-специалистов, но им очень мало. Поэтому мы нанимаем для наших клиентов, большинство из них французские компании, мы нанимаем почти только гражданам России. Да. Теоретически, там, ну, я, например, или кто-то из Якутии, кто посмотрит эту программу и захочет работать во французской компании, может воспользоваться услугами вашего агентства. Да, 100%. Да, любой человек, который готов устроиться на работу в французской компании, да, он может через наше агентство отправить свое резюме, например, и потом мы будем, если его профиль, его опыт совпадает на то, что мы ищем, да, мы будем с ним провести собеседование и предлагать его кандидатуру нашему клиенту для того, чтобы устроиться его, да. А в основном из какой области это? Мы работаем с разными областями. Мы работаем в IT, мы работаем в услуге, мы работаем с пищевой промышленностью, мы работаем с
нефть-газ, поэтому мы работаем с ритейлом, поэтому у нас очень разные направления. Для Якутии очень актуально IT, потому что это цифровой регион. Да? Да. Про Якутию я не знал, но я заметил, что в России, да, диджитал развивается везде в стране, не только в Москве особенно, может быть, хотя может быть и нет. Про Якутию я не знал, поэтому это очень хорошо, если люди из Якутии как минимум говорят чуть-чуть по-английски, и у них есть навыки в IT, тогда ждем их резюме. Насколько вам вообще комфортно в России? Считаете ли вы, что это европейская страна? Вот, интересно. Если начнемся с Москвой, где я живу, да, я чувствую, что город очень, постоянно развивается к лучшему, про то, что я вижу. Это больше и больше город для людей. И меньше и меньше город против людей, как это было 13 лет назад. Я помню, что парковок не были, что террасов не были, что серый город, очень много машин везде и так далее. Поэтому про Москву, если возьмем как кластер Москва, да, город очень супер развивается в разных источниках. Я читаю, что за рубежом даже считается, что это один из самых лучших городов в мире для того, чтобы жить сейчас. Очень много вещей возможно здесь, все постоянно открыто. Это отличается от Франции, например, магазинов. Так далее. Очень много услуг доступны. Никакой опасности на улицах. Это отличается от очень много больших европейских городах, где ночью, вечером в разных районах это очень опасно ходить пешком. Здесь это не существует. Хотя город большой. Поэтому я бы сказал, что если взять Москва, это сложный город, потому что в Москве люди работают много, идет давление без конца и так далее. Это сложный город, да? Но так как Нью-Йорк или не знаю, как эти города, где люди под давлением работают. Если взять Россию, это сложно сравнить Карелия, Москва, Якутия, Чечня и Урал. Как говорят, Урал это не Сибирь, и Сибирь это не Урал. Но я бы сказал, что если взять большие города, да, например, миллионники, тогда до сих пор в России и в этих городах, про то, что я видел, есть экономические возможности, чтобы развиваться. Потом, поэтому я всегда говорю со своими французскими знакомыми и друзьями, я им скажу, что если вы готовы переехать в Россию, это абсолютно не будет скучно. Это самое важное. Россия европейская страна или нет, я вам скажу мое мнение. 13 лет назад я как гражданин Франции, который переехал в Россию, в Москву, я думал, что Россия это 100% европейская страна. И больше я путешествовал по стране, и особенно на восток, направление Владивосток, например. Больше я был на севере Урала, больше я был в Татарстане, и больше у меня появилось ощущение, что это не только европейская страна, это тоже что-то другое. Евразийская страна. Это что-то уникальное, на мой взгляд. Поэтому в России есть что-то из Европы, а есть что-то из Азии. Есть какой-то смесь, который только здесь существует на самом деле. И я меньше и меньше чувствую, что Россия, как сказать, что может быть путь России в будущее, это будет европейский путь. Я это абсолютно больше не чувствую. У меня ощущение, что больше и больше может быть цивилизационный путь России должен тоже смотреть на восток. Это мое ощущение. Россия развивается на стыке двух цивилизаций – европейской и азиатской. Огромные территории, природные богатства и человеческий потенциал – это отличительные черты нашей страны. Многие иностранцы отмечают, что Россия объединяет в себе черты как Запада, так и Востока. Это делает нас уникальными, открывает невероятные возможности.
Москва удивляет и влюбляет в себя многих туристов. Кто же сможет наравне с местными жителями показать самые интересные места столицы? Только влюбленный в этот город иностранец. Сегодня мы решили взять нетипичную обзорную экскурсию. Мы воспользовались услугами компании Putin Tours, что возят своих клиентов по Москве на советских автомобилях, буханках. Такая интересная идея пришла в голову россиянину Сергею и французу Симону 5 лет назад. Симон, расскажите, пожалуйста, как вообще пришла такая идея, да, и насколько она пользуется популярностью? Это очень давно. У меня есть такая машина во Франции 2 chevaux. Может быть, знаете, Citroën 2 chevaux, она такая старая машина. И я ездил с ней в всю Европу и понял, что очень много людей очень любили эту машину. Поэтому у меня была такая идея начинать делать такие туры, такая старая машина в Париже. Ну, кто-то уже это сделал в это время, и потом, после несколько лет, приехал здесь, в Москве, мне очень нравится этот город, я хотел здесь жить. И один раз я видел этот Бронко ездить на улицу, и думал, вот, это возможно сделать, что я хотел во Франции, здесь, в Москве. Мы встречались с Сергеем, мой партнер, и вместе начинали строили дальше эту компанию. Вот, то есть, получается, бизнес-идея родилась в Париже, но получила воплощение в Москве. Да. А значит ли это, что Москва и Россия, они больше, легче для бизнеса? Возможно, да. Есть очень много возможностей есть. В любом случае в сфере туризма, да. А кто ваши клиенты в основном? Они или турист, или бизнес-травелер, я не знаю по-английски, по-русски, но... И они из всего мира. Мы работаем очень много с людьми из США, Европа, конечно, Юг Америка, Middle East, Австралия, даже есть очень много людей из Австралии. Ну вот я просто не думаю, что это могут быть люди из бывшего советского лагеря, потому что для них вот это не экзотика совсем. Ну, у нас был несколько русских клиентов, конечно, но обычно это более иностранец, да, больше иностранец. А как вот сейчас во время пандемии? Ну, сейчас, конечно, очень трудно, мы потеряли, наверное, 99% наших клиентов из последних год. А сколько стоит вот такая поездка? Ну, у нас несколько продуктов есть, несколько тур есть, и они идут из 5000 рублей до больше. То есть можно просто часовая прогулка по Москве, а может быть это куда-то там выезд куда-то? Да, у нас есть здесь в Москве 7 тур. Есть тур по городу, что мы сейчас делаем вместе. Да? Сейчас мы сделаем ночь версии, да? Но есть тоже одинаковые версии в день. У нас есть pub-crawl, это тур по барам, когда мы можем тусоваться здесь в Бронко и ехать в три бара, наверное. У нас тоже есть стреловый тур, когда вы можете стрелять на АК-47 и такие оружия. Баня, когда мы идем на городу, попробовать русский баня, это очень популярно. И попробовать тоже русскую кухню, популярно. У нас тоже есть ужин в монастырь. Монастырь, мы идем здесь в один монастырь в центре Москвы и сделаем там маленький тур, и потом мы можем тоже попробовать русскую кухню внутри этого монастыря. Это тоже очень популярный тур. И последнее у нас есть тоже кататься на танках. Вы можете один день чувствовать как танкист здесь недалеко от Москвы. И там вы будете и стрелять, и кататься на танк, и попробовать за рулем водить этот танк.
Это тоже очень экстремальный. А скоро у нас будет еще один новый тур, но это секрет до следующей недели. Хорошо. А как вы вообще вот попали в Москву в первый раз? Ну, я работал в одной большой компании в Голландии. Там 6 лет работал. И один день я приехал в Москве в третьем час с моими коллегами здесь. А потом приехал несколько раз. Я очень любил Москву, еще люблю. И я хотел остаться здесь, поэтому я переехал, да, из Голландии до Москвы. А чем вам нравится этот город? Это очень динамический город. Там люди очень приятные, очень добрые. Я очень люблю это ощущение, как если вы здесь в Нью-Йорке, такой динамизм, но с другой культурой, и всегда есть что-то сделать. Это как adventure по-русски? Приключения. Это как приключение. Здесь всегда, каждый день. Да, это динамизм, самое главное. Да. И люди. Ага. Ну вот вы сказали приключения, это значит, ну по сути это значит то, что ты не знаешь толком сегодня, что с тобой будет завтра. Да, это вот так, да. Даже не знаю, что будет следующий час. А какие-то истории, какую-то историю, может, расскажете? Что там? Каждый день есть новая история, так очень много, они всегда... Ну, люди, которые думаю, живут в Москве, понимают, что каждый день есть новая история, специально когда вы работаете для себя, и специально когда вы работаете с такие крепкие, старые русскую машину. Всегда есть новая история. Но бывало такое, что вот вы поехали, привезли клиентов, а у вас машина вот сломалась? Несколько раз. Но всегда мы смогли или ремонтировать быстро, или переехать на другую машину, чтобы... Даже я помню, что один раз мы переехали за одна машина для другой, а клиент ничего не видели. Только после полтора часа они сказали, ну, это другая машина, нет? У нас есть 3 такие машины в Москве, поэтому... То есть вы на стоянке быстренько, пока клиенты там любуются видом, подменили машину? Да, я могу рассказать, если хотите эту историю. Это была pub-crawl, тур по барам. Мы начинали за один отель в центре Москвы, а там идет группа 6 человек. Очень энергетические, они готовы для вечеринки, они готовы, чтобы тусоваться здесь. И мы начинаем ехать. Через, может быть, 200 метров машина сломалась. Финиш. Ну, конечно, это очень плохо, потому что тур только начинается. Но Сергей взял этот групп, и они вместе ездили в первый бар, который по нашему плану был последний, но они не знают. И я, как смог, ремонтировал чуть-чуть, ездил обратно в базу, брал другая машина и приехал 1 час попозже в этот бар. И тур ездил как нормально, и они ничего не видели. А когда туристы вот здесь едут в этой машине, вы им рассказываете, да? Конечно. Ну, конечно. Это тур по городу, мы все расскажем, что мы видим. Мы сделаем там 6 остановок, где мы расскажем очень много историй, что мы видим. Они могут фотографировать монумент. И тоже по городу, конечно, мы очень много расскажем о что мы, конечно, видим, но тоже о русской культуре, и ответим все вопросы, которые у них есть, и всегда есть очень много. У них очень много интереса. Симону очень нравится Москва. Культура, кухня. Его, как европейца, удивляет темп, динамичность и возможности города. Где-то по России еще ездите или вам Москвы хватает, в принципе? Ну, конечно, я ездил в много местах, но
я хочу еще очень много путешествовать в России. Это огромная страна, там есть очень много мест, которые я хочу видеть. Питер, конечно, Мурманск я был, Тереберка, очень красивое место. Я был в Урале, в Екатеринбург, Сочи, много других мест. В Подмосковье, конечно, очень много. И недавно я был в Казань, Самара, очень мне понравилась Самара. И пока я думаю, что... Ну, Иркутск. Тоже был в Иркутск, Байкал. То есть вы до Якутска немножко не доехали? Нет, еще нет. Якутии Это моя мечта. Я хотел этот год ехать там, но все очень сложно с этой пандемией, поэтому мы сказали, что следующий год мы идем. Я очень хочу ехать в Якутск. Ага. А что вы знаете о Якутии? Почему вы туда хотите? Что вы слышали? Ну, я чуть посмотрел, конечно, я хотел организовать там путешествие для меня персонально, да. И чуть посмотрел, и, конечно, первое, что мне очень интересно, это посмотреть, как люди живут там. Почти нормально, я думаю, да. Мне кажется, вы там нормально живете. В местах, которые для очень много людей в мире, почти все, да. Там жить невозможно, этот холод, минус 50, минус 60, не знаю. А мне очень интересно это посмотреть. И я видел, что в Якутске есть несколько activités. Comment tu dis en russe? Activités en russe. Активность? Comme des activités, comme des tours, des choses à faire. Активность? Активность, да. Mais я тоже видел, что в Якутске есть очень много активностей, которые туристы могут сделать тоже в городе. И я хочу это попробовать и посмотреть. Хотели бы делать какие-нибудь туры в Якутск? Ну, конечно, это тоже хотим. Сейчас мы в Москве, мы начинали Санкт-Петербург тоже, а кто знает, что будет после Санкт-Петербурга. Может быть, Путин тур с Якутск. Вот прям вот на этой машине до Якутска? Ну, Экстремальное путешествие. есть другие машины, которые работают в Якутск. Ну да. У нас большинство вообще на джипах больше ездят. Ну, наверное, это самая лучшая машина для Якутска, это Буранка. Нет, самое лучшее это, пусть не патриотично, но это Toyota Land Cruiser. Окей. Ну, я всегда хотел показать, что я люблю русскую культуру, да, более-менее. Тоже очень люблю, и было очень интересно это показать другим людьми. Мы встречаемся с другими людьми каждый день, это, конечно, очень интересно. И мы можем чуть-чуть изменить, как люди думают о России, что они видят. Я думаю, что 99% наших клиентов идут в наши Буранки и говорят вообще не, что я ожидал из этого города. Для нас это, конечно, большой... Мы очень рады. Большой success. А что вы любите в русской культуре? Что не один раз сказали, что там литература, балет, я не знаю. Это да, но это да, и очень интересно здесь, как архитектура выглядит, потому что был этот момент, когда царь здесь были, потом коммунист есть, и сегодня это очень модерный город, да, очень современный, спасибо, современный город, да. А этот все микс, это архитектурально очень интересно. Чемпионат мира по футболу 2018 года, за которым следил весь мир, подарил Москве большой приток туристов. И многие из них с удовольствием воспользовались услугами необычного туроператора. Ну, как часть нашей экскурсионной программы, мы предлагаем нашим гостям отпробовать российского шампанского как маленький презент и за Москву, за открытые границы и дружбу народов. Сегодня мы провели насыщенный день с иностранцами, которые выбрали для жизни Россию, Москву. Они успешно ведут здесь бизнес и любят нашу страну, мечтают побывать в Якутии, которая привлекает их холодами, природой, традициями, тайнами и загадками.
Так как может пригодиться опыт Москвы и Якутии? Наверное, самое важное — это не стремиться стать именно Москвой, ведь важно сохранять свои традиции, культуру и ритм жизни. Секрет успеха не в подражании, а в оригинальности. Москва доказала это своим примером. Уникальности же в Якутии хоть отбавляй. Интерес к нашей республике со стороны совершенно разных людей – живое доказательство этому. С вами была программа «Якутия Лайв. Эксперты о главном».